Вот это Toyota Центр. Вот разобранный уже, видите, вот так блок. Семья Натальи Генсеровской живет на улице Взлетной, под аэропортом полвека. С аэропортом связана вся их жизнь. И даже любимую собаку женщина принесла из аэропорта. Общий этаж работы ее семьи в аэропорту 150 лет. Сама Наталья пришла в Донецкий аэропорт в 1999 году, а ровно 2 года назад ее и всех ее сотрудников эвакуировали, как оказалось потом, из-за войны. Но мы уходили с надеждой, что мы возвращаемся. Нам сказали буквально на несколько часов. И все на работу. Поэтому мы знали, что мы придем на работу. Со дня эвакуации Наталья не была в аэропорту ни разу. Она не выходила даже дальше своего огорода, откуда видно разрушенные здания, где происходили самые жестокие бои. Но покидать родной дом семья не хочет, с трудом обустраивает свой быт. Поначалу самому тяжело было. Температура 38, а я один свет проводил сам себе, потому что никого не было. Вообще никого. А потом уже стало легче, потому что соседи начали возвращаться. Протянули силовой кабель и подключили 5 домов. На зиму Вадим оборудовал дом буржуйками. Еду готовят порой просто во дворе. Внуки будут, наверное, будет как раз груша. Семья аэропортовских собирается по-прежнему жить на родной улице Взлетной. Говорят, сейчас обстрелов стало меньше. Мечтают они о том, что когда-то аэропорт восстановят. Но я все равно жду, что его отстроят. И нас позовут. Ну, хотя бы мойщицей самолета. Я даже на это согласна. Лишь бы туда, домой, через дорогу.